Приветствую, друзья! Сегодня у нас очередное изделие мое. Обзорчик. Смотрим. Бычий хвост, конский волос, березы. Немножко хочу остановиться в комментариях. Редко, но метко захожу, смотрю, отвечаю как могу. Некоторые жалуются, что не стоит таких денег для таких негативных, на мой взгляд, комментариев. Хочу ответить однозначно. Пока не сделали такой нож, пока, по крайней мере, не покупали и не использовали такой нож, такая оценка, такой, можно сказать, выражение ваше непонятное. Те, которые сначала говорили ого-го, мнение сразу изменилось, как только они покупают. И после этого только похвальные известия. Видео отправляют, фото отправляют, как оно работает и так далее. Так что таких напишите, ваше дело, отвечу как смогу. На данный момент этот нож. Так, смотрим. Открывается вот так. Очередной звук. Не шампанского. Внутри деревяшка. Просто она, чтобы грязь, влага не поступала там. Все притык. После этого такой звук. Вот так вот. Так, металл у нас интересный. Вот, надо сказать, пробный. Так, 40 СУС 440 называется, японская сталь. Вот, приобрел благодаря друзьям. Вот, метальчик нержавеющий. Да, режущую кромку держит. Вот, кованый дол, клеймо мастера. Да, в рабочем очень хороший, на мой взгляд, в отличие от хашки, в том, что агрессивный рез. Демонстрировать не буду. Почему? Потому что вот поддержите у себя в руках, закажите, приобретайте, потом иное мнение у вас будет, надеюсь. Вот такой вот красавчик, длина клинка 13, кованый дол, клеймо мастера. Вот, березы, уникальный узор. Этот ножик не только режет, но и плавает. Те, кто не знает, смотрите видео внизу. Это бычий хвост, это цвет натуральный. Вот. Светлый и темный вместе. По-моему, котируется отлично. Конский волос. Один покупатель спрашивает, не порвется ли. И пошел на охоту. Вернулся. Говорит, легкая такая. Даже незаметно. Не надо его, если, ну, конечно, каждый по себе, но я лично ношу на спине нож. Не по бокам, не влево, не вправо, а прямо на спине, над копчиком. Почему? Потому что по бокам все время мешается, болтается, можно сказать. Когда выходишь из машины, когда садишься обратно, все равно мешает. А вот когда на копчике этот нож, допустим, то она всегда под одеждой. Так что влага тут не опасна. Вот. А как его, как говорится, простым языком, на задницу обратно засунуть, очень просто.
Вон там, видите, вот там большой зазорчик, чтоб даже не глядя, он сам заходит. Кончик уже находит, вот уже нашел, так что сам заходит. Раз попробуйте, потом уже второй, третий раз, вообще без проблем. Спереди не видно ножа, а сзади у человека нож оказывается. Да. Так, таким образом, ну вот насчет сидения, когда садитесь в машину, поправляйте просто. Балансировать такой, его поправили, даже удобно на спине. Даже ревматизм лечит, так говорят старики. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, Новый год наступил хорошими новостями. Будем сотрудничать. Звоните, пишите. Так, звоните, пишите. Пока-пока.